Нет, вы их будете видеть сейчас. Сейчас вот. Наверное, вот тут. Вот это нажать, наверное. Это я подключусь тогда, да? Угу, тоже подключаю. И вам сделаю отчет. Уважаемые участники. Пока. Добрый день. Фонит. Почему-то фонит. Добрый день. Добрый день. Раз. Раз, два. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Добрый день, уважаемая Елена Александровна. Добрый день, уважаемая Туяра Валерьевна. Наши дорогие приемные семьи. Сегодня по инициативе Общественной палаты Республики Саха-Якутия и по инициативе Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» мы проводим круглый стол на тему «Поддержка приемных семей Республики Саха-Якутия». Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» является координатором приемных семей. На протяжении многих лет проводит слеты, посвященных проблемам приемных семей. И сегодня на площадке медиа Саха-Медиа мы будем обсуждать те основные направления. Мы рассмотрим положительные практики, которые существуют в работе с приемными семьями. 2022 год объявлен главой нашей республики Арсением Сергеевичем Николаевым годом матери. Принят план комплексных мероприятий, посвященных Году матери. И отрадно, что в этом году именно в отношении приемных семей в рамках Года матери принимаются меры по увеличению выплат нашим приемным семьям. И в начале нашего круглого стола я бы хотела представить участников этого круглого стола. Это министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Волкова Елена Александровна. Кроме того, я бы хотела поздравить от имени общественности, от имени Общественной палаты Республики Саха-Якутия
вновь избранного и назначенного уполномоченного по правам ребенка Республики Саха-Якутия Василию Туяру Валерьевну. Кроме того, в работе круглого стола принимает участие руководитель Департамента семейной демографической политики, опеки и попечительства Сивцева Елена Валерьевна и наши уважаемые приемные семьи. Это семьи Павловых, Тимофеева Ольга Ильинична, Решетникова Люция Семеновна, Тарабукина Светлана Митрофановна, которая является членом Общественной палаты Республики Саха-Якутия, Тихонова Валентина Семеновна, директор Максоголовского центра помощи детям-сиротам Федоров Николай Николаевич, очень интересная, известная семья Хангаласского района Ксенофонтова Светлана Давыдовна и непосредственно Международный детский фонд «Дети Саха-Азии» в лице исполнительного директора Ольги Михайловны Андросова и Черненко Ольги Владимировны. Итак, уважаемые участники круглого стола, разрешите передать слово для основного доклада министру труда и социального развития Республики Саха-Якутия Волковой Елене Александровне. Пожалуйста, Елена Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Елена Павловна, Ольга Михайловна, Туяра Валерьевна, уважаемые наши приемные семьи. Сегодня мы проводим круглый стол на тему поддержка приемных семей Республики Саха-Якутия. Это действительно сегодня актуальная тема. И, как Лена Павловна сказала, в год матери в этом году Министерством труда и социального развития проводится работа, значит, так скажем, по усовершенствованию, да, системы мер поддержки приемных семей. И в эти дни мы активно, да, прорабатываем с нашими общественными организациями, с приемными семьями, значит, на предмет того, какие необходимы дополнительные меры поддержки. Значит, хотим услышать и, значит, от вас, уважаемые приемные семьи, ваши предложения. Мы с вами также встречались у нас на площадке, у нас тоже был организован круглый стол. Вот. И благодарю Лену Павловну за организацию сегодняшнего мероприятия, поскольку это нам сегодня, как органу власти, реализующим политику в сфере охраны материнства, отцовства, детства, по внедрению механизмов, замещающих механизмов, замещающих семей для наших детей, для нас это крайне необходимо. Поэтому, коллеги, мне предложено, значит, выступить перед вами с информацией, да, о том, какие меры поддержки приемных семей сегодня у нас в республике реализуются. Ну и, пожалуй, я начну. На территории Республики Саха-Якутия по состоянию на начало этого года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 4150 детей. В 2020 году эта численность составляла 4462 ребенка, из них на воспитании в семьях в этом году находится 3686 детей. Всего на воспитании в семьях опекунов и попечителей находится 88% детей от их общего количества. И из них в приемных семьях сегодня воспитывается 632 ребенка. В течение 2021 года устроено на воспитание в семьи 516 детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году эта численность составляла 545 детей. На учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей в 2021 году состояли 1634 семьи в трудной жизненной ситуации, в них воспитываются 4256 детей. Также на учете состояли 1333 семьи, которые находятся в социально опасном положении, в них воспитывается 3061 ребенок. Деятельность учреждения социального обслуживания семьи направлена на социальную реабилитацию таких семей, и, соответственно, более чем 1500 детей сегодня прошли социальную реабилитацию в условиях стационара. 400 родителей получили помощь и содействие в трудоустройстве, 588 родителей было направлено, им оказано содействие в лечении от алкоголизма, 340 родителей получили и с ними были заключены социальные контракты на осуществление предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства, а также по направлению преодоления трудной жизненной ситуации.
Одной из приоритетных форм устройства детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безусловно, является сегодня приемная семья. И, как говорит народная мудрость, чужих детей не бывает. Только семья может дать возможность ребенку адаптироваться в обществе, и семья остается опорой для человека на всю жизнь. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неразрывно связано с предоставлением мер государственной поддержки для семей, принявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения. В перечень мер господдержки для семей, принявших на воспитание детей, включаются следующие выплаты. К ежемесячным выплатам у нас относятся выплаты на содержание детей-сирот опекунам, попечителям, приемным семьям от 14 тысяч до 26 176 рублей ежемесячно. Размер зависит от возраста ребенка, пола. Размер ежегодно индексируется. И, наконец, с 2021 года 3582 подопечных ребенка получали вот такие ежемесячные выплаты. Общий объем приходящихся на содержание детей-сирот составляет, из расчета на год 893 миллиона рублей. Следующее направление – это вознаграждение приемным родителям. Базовый размер сегодня составляет 2943 рубля. Ну и есть ряд, повышающих коэффициентов. Соответственно, применяются районные коэффициенты, и этот размер на сегодня принято решение еще в 2020 году о ежегодной индексации данного размера. И, соответственно, с применением различных коэффициентов, коллеги показали или нет? Нет, да, примеры. Вот есть примеры, да, это буквально, два примера показали. Размер вознаграждения может зависеть от количества, детей, от некоторых факторов, от 18 882 рубля, к примеру, если приемная семья с 2 детьми определенного возраста. Если 7 детей, коллеги показали на слайде, вознаграждение может составить 52 тысячи рублей. Но это как раз, размер, он такой у нас на сегодня вариативный. К единовременным выплатам относятся единовременные выплаты гражданам Российской Федерации, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств Российской Федерации. Это 20 472 рубля. Это единовременные выплаты гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 156 тысяч рублей такая выплата составляет. Единовременные выплаты гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств Республики Саха-Якутия, размер составляет 29 734 рубля. Эти выплаты, они ежегодно индексируются. И социальная выплата в виде однократного возмещения расходов на осуществление капитального ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Саха-Якутия, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей при достижении 18 лет, от 95 тысяч до 158 тысяч рублей. Кроме того, предусматривается законодательством единовременная денежная выплата на оказание госсоцпомощи многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения для приобретения транспортного средства. На основе социального контракта сегодня этот размер составляет почти 798 тысяч рублей. И за 2021 год, к примеру, 2 приемные семьи эту выплату получили. Если говорить о постоянных мерах поддержки, также необходимо отметить это предоставление путевок в школьные, студенческие, спортивно-оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации с оплатой проезда к месту лечения обратно. Через органы опеки и попечительства реализуется
Данная мера поддержки за 2021 год 569 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовались данной поддержкой на сумму 43 миллиона рублей. Кроме того, значит, приняты были решения об освобождении от внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Значит, эта мера поддержки реализуется через Управление социальной защиты населения. И буквально в 2021 году такой нормативно-правовой акт был принят в реализацию закона, значит, привели в соответствие с законом республики. Значит, 20 граждан за 2021 год уже получили такую поддержку на сумму 782 тысячи рублей. Компенсация стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в организации отдыха детей и их оздоровления, а также компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно. Также реализуется через Управление социальной защиты, и за 2021 год также, значит, мы уже начали эту реализацию этой меры. Соответственно, есть обращение и реализация меры поддержки в виде компенсации. Кроме того, у нас, значит, предусматривается обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении республики, муниципальных образований, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, кроме такси, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. За 2021 год 946 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовались данной мерой поддержки. И, наверное, необходимо также отметить, что у нас сегодня законодательством предусмотрено предоставление земельных участков бесплатно приемным родителям, имеющих 3 и более детей, в аренду на период действия договора о приемной семье для ведения личного подсобного хозяйства, личного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуальное жилищное строительство. В случае прекращения договора о приемной семье до заключения договора аренды земельного участка, значит, договор аренды земельного участка заключается на срок до 3 лет. Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями по возмездному договору, приравнены к статусу неработающих пенсионеров, и на них теперь уже распространено право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в 2 года, и они исключены из числа, значит, застрахованных лиц, и им, как и всем неработающим пенсионерам, теперь ежегодно индексируется страховая пенсия, фиксированная выплата к ней. Ну, такие предложения, в том числе наши общественные организации и народные депутаты, вносили в свое время. Это был где-то примерно 19-й, насколько я помню, год, 20-й, и вот эти решения были приняты на федеральном уровне. Значит, ну и если коротко остановиться, я бы хотела озвучить, что в этом году в рамках Года матери главой республики принято решение об установлении дополнительной номинации в рамках республиканского фестиваля «Семья года-2022». И уже на последующие годы у нас предусмотрена дополнительная номинация – это приемная семья. Безусловно, наши приемные семьи принимали участие в республиканском семейном большом фестивале. Это большой праздник, значит, который у нас проходит поэтапно. Конкурсы и проводятся на уровне муниципальных районов, потом мы подводим итоги на уровне республики. Но, тем не менее, мы, посоветовавшись, приняли решение о том, что такая дополнительная номинация нам необходима. Поэтому в этом году мы проводим отдельный конкурс для приемных семей и призываем активно, конечно, принять участие в этом конкурсе. Победителю номинации будет также предоставлена премия главы на сумму 300 тысяч рублей. Ну и, конечно, значит, предусмотрены призовые места. И здесь самое главное, наверное, для нас это консолидация, это все-таки, значит, общение, это обмен опытом. И, конечно, это популяризация в итоге приемной семьи как отдельного института.
Поэтому просим, еще раз обращаюсь к вам, дорогие коллеги, принять активное участие. Ну и в августе мы запланировали проведение форума приемных семей в очно-заочном формате. Готовы выслушать все предложения, как нам с вами его провести, да, в организационном плане. Хочу отметить, Елена Павловна уже сегодня сказала, что в рамках объявленного главой республики Года матери, безусловно, большое внимание уделяется выработке дополнительных мер поддержки семьям с детьми и, конечно, приемным родителям. И на сегодня во исполнение поручения главы республики нами подготовлен, значит, проект нормативно-правового акта об увеличении, да, значит, вознаграждения приемным семьям, который мы сегодня, значит, пока еще не выпустили из стен министерства, он проходит, значит, внутреннее согласование. И, соответственно, значит, в ближайшее время мы его направим уже на официальное согласование. И Ольга Михайловна, с вами мы договорились, что мы его отдельно посмотрим, уже, значит, обсудим в рамках, так скажем, ну, условно общественных слушаний, да, вместе с вами, с людьми, с которыми, значит, кто может реально внести необходимые предложения, да. И у нас срок внесения, значит, по плану до 1 июля мы должны будем уже принять все необходимые организационные мероприятия, чтобы до 1 июля, значит, внести в Государственное собрание ЛТУМЭН на рассмотрение данный проект нормативного акта. Также хочу отметить, для нас это немаловажно, глава республики поддержал необходимость строительства центра в городе Якутске, значит, комплексного центра поддержки материнства и детства, который будет направлен на поддержку, значит, семьи с детьми, на профилактику семейного неблагополучия, да, на предоставление комплекса необходимых услуг, ну и, конечно, на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время мы прорабатываем техническое задание, идет определение земельного участка, и в этом году мы уже должны начать, собственно говоря, работы по проектированию данного объекта. Что бы мне хотелось еще, значит, в конце, уже завершая свое выступление, на чем бы остановиться. Вот, как я уже отметила, недавно, 8 апреля, мы встречались с коллегами, да, вот, значит, многие вот, принимающие сегодня участие семьи были у нас на встрече в министерстве, и вот 12 приемных семей это было, да, и руководители органов опеки. Это был и город Якутск, понятно, Горный, Намский, Мегино-Кангаласский, Хангаласские районы, Ольга Михайловна. И были обсуждены, значит, вопросы. Мы как раз задавали вопросы о том, какие сегодня в первую очередь необходимо принять меры дополнительные для того, чтобы, значит, усовершенствовать, да, вот эту систему поддержки замещающих семей для того, чтобы в конечном счете, значит, та численность детей, которые у нас сегодня находятся в стационарных организациях, все-таки достаточно быстро сократилась. Вот. Ну и вот хочу остановиться, да, на буквально несколько позиций, которые мы сегодня уже, значит, ну, так можно сказать, взяли в проработку, да. Это, во-первых, необходимость реабилитации детей из приемных семей, детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья, о которых говорили наши приемные семьи. Значит, буквально недавно я тоже была в Алекминском районе, мы посещали одну из приемных семей. Этот вопрос тоже был достаточно остро поставлен, да, когда, значит, ребенок с инвалидностью, ну или вот еще без статуса инвалида, да, значит, испытывает необходимость, да, во-первых, обследования, во-вторых, постоянной реабилитации. Поэтому вот в данном, значит, по данному направлению, я полагаю, мы сможем в организационном плане в пределах той государственной программы, которую сегодня мы имеем,
И, значит, у нас есть определенное количество реабилитационных центров для детей с инвалидностью. Все-таки создать условия более, так скажем, какие-то преференции, да, для приемных семей. Это, наверное, нужно делать в первую очередь. И мы этот вопрос взяли в проработку. Значит, следующий вопрос, который у нас сегодня находится в проработке, это о роли отцов в приемных семьях. Да? Тоже коллеги ставили вопрос. Значит, мы еще дополнительно хотим с вами посоветоваться. Я думаю, что в рамках этого круглого стола мы услышим, значит, ну вот именно, так скажем, ваше видение по поводу этого вопроса, какие проблемы испытывают приемные семьи именно в этом отношении, да? Значит, нам бы хотелось это услышать. Вот. Но единственное, что на сегодня хочу отметить, что федеральное и республиканское законодательство, оно позволяет сегодня заключать договора с обоими супругами. Да? И вот нам бы хотелось более предметно понять, в каком ракурсе нам идти. Но мы понимаем, что роль отцов нужно поддерживать. Об этом, кстати, также вчера на Илтумене об этом говорили народные депутаты. Поэтому готовы с вами вот в ближайшее время вот этот вопрос проработать. Ну и на круглом столе Ольга Михайловна говорила о необходимости разработки отдельного закона о приемных семьях. Обсудили в министерстве, считаем, что этот вопрос надо делать, берем мы его в проработку. Вот, по предложениям вашим, значит, я думаю, что нас должны поддержать. У нас, в принципе, есть что аккумулировать, да, и есть те, ну, как бы видения, да, которые мы должны еще усилить посредством разработки такого законопроекта. Коллеги, у меня все. Спасибо большое за внимание. Я готова ответить на вопросы, ну и вообще в рамках обсуждения. Спасибо большое, Елена Александровна. Уважаемые коллеги, уважаемые приемные семьи, у нас обсуждение запланировано вообще в конце, да, обмен мнениями. Поэтому, Елена Александровна, с вашего позволения, если вы, ну, как бы по времени располагаете, Общественная палата вообще является той площадкой, которая консолидирует представителей власти, бизнеса, общества, НКО в первую очередь. Поэтому вот буквально на днях 14-15 апреля в городе Новосибирске состоялся форум сообщества, это форум активных граждан, который ежегодно проводится Общественной палатой Российской Федерации. В работе этого форума приняла участие я, как член Общественной палаты Российской Федерации, и наша делегация. И нам посчастливилось в рамках этого форума посетить благотворительный фонд «Солнечный город» города Новосибирска и ознакомиться с опытом работы этого фонда по разным направлениям. Но направления работы фонда, они достаточно обширны, я думаю, они требуют отдельного, наверное, рассмотрения. Но сегодня мы пригласили для участия Зотову Анну Алексеевну. Она непосредственно ведет работу по приемным семьям. И сама, насколько, если я не ошибаюсь, Анна Алексеевна, вы сами тоже являетесь приемной мамой, да? Анна Алексеевна у нас подключена. Пожалуйста, Анна Алексеевна, вам слово. У вас не слышно. Посмотрите микрофон, пожалуйста, свой. Вот выключен он у вас, показывает микрофон красненький, вам надо его включить. А почему-то вас не слышно. Что говорит? Вас не слышно совсем почему-то. Как сделать, я не знаю даже. Есть ли у вас возможность немножко устранить неполадку, либо мы пока перейдем, а вы пока наладите там технические свои эти вопросы? Нет, мы вас не слышим совсем. Показывает, что у вас микрофон выключен, а когда включаете, мы вас не слышим. Вот теперь слышно. Все хорошо. Все хорошо, отлично. Коллеги, огромное спасибо, что вы пригласили нас принять участие в вашем мероприятии. Мы с радостью поделимся опытом своей работы в отношении
работы с приемными семьями. Значит, у нас в фонде образовано направление, называется оно «Семейное устройство». Образовано оно, объединено совсем недавно, в 2021 году, то есть практически год назад, и объединяет оно в себе 6 системных проектов, направленных на работу с замещающими семьями, а также оно способствует, содействует жизнеустройству детей-сирот города Новосибирска, Новосибирской области, в частности. Скажите, пожалуйста, я могу включить презентацию уже, да, через демонстрацию? Можно ли мне разрешить это сделать или нет? Можно. Ага, потому что здесь организатор отключил демонстрацию. Можно ли это сделать, разрешить мне это сделать? Я не слышу. Можно, подключайте. Мгм. Секундочку. Мгм. Видно? Видно. Ага, итак, значит, наше направление семейное устройство включает в себя 6 проектов. Это служба сопровождения, замещающей семьи благотворительного фонда «Солнечный город». Это проект «Ищу семью», проект «Новая семья» и 2.0», проект «Все свои», проект «Дома лучше» и клуб приемных родителей. Кратенько остановлюсь на каждом из проектов, чтобы рассказать об опыте работы. Ну и в частности, конечно, нам бы очень хотелось с вами через сегодняшнее мероприятие, помимо того, что мы расскажем опыт, завязать в дальнейшем взаимоотношения и пригласить вас к участию в наших проектах. В частности, это касается проекта «Все свои». Мы были бы очень рады видеть вашу республику в наших партнерах здесь. И я, когда до него дойду, остановлюсь на нем чуть подробнее. Итак, начнем с проекта «Ищу семью». Это проект, сайт. Наверху вы видите написано его адрес дети.sgdeти.ру. Это региональная база детей-сирот Новосибирской области, которую ведет наш благотворительный фонд. И размещает на этом сайте фотографии детей, которые находятся в центрах, да, видео детей, которые мы снимаем, красивые фотографии хорошего качества, отличные видео, где мы можем, где замещающие родители могут познакомиться с детьми, посмотреть на детей, узнать о том, чем они интересуются, чем живут, какие у них хобби, как они учатся в школе, о чем мечтают и так далее, составить уже некое такое свое представление о детях. На этом сайте расположены, здесь вы видите, да, несколько окошек. Через этот сайт можно найти школы приемных родителей, контакты регионального оператора, получить бесплатную консультацию. Там указан наш телефон, где наш специалист проконсультирует замещающих родителей, вернее, кандидатов замещающих родителей, и расскажет, как действовать дальше, если человек задумался о том, чтобы стать замещающим родителем. Несколько фото, тех фото, которые делаем мы, детей, которые ушли в приемные семьи благодаря сайту в прошлом году. Это только лишь некоторые фото. Далее я перехожу к проекту нашему, который называется «Все свои». Тоже адрес его вы видите в начале слайда наверху. Здесь нам очень было бы интересно повзаимодействовать с различными регионами Российской Федерации и с вашей республикой тоже. Это платформа, сайт, по-другому мы называем, есть несколько названий платформы, сервисы, сайт, рекомендательный сервис, который ориентирован на, первое, специалистов учреждений, психологов, которые работают с детьми в учреждениях. Это сайт может быть полезен органам опеки. Это сайт для кандидатов в замещающие родители, которые ищут своего ребенка, а ребенок ждет свою семью в учреждении.
Это сайт для специалистов школ приемных родителей, которые работают с кандидатами в замещающие родители. Значит, смысл этого рекомендательного сервиса в том, что кандидат в замещающие родители с помощью специалиста школы приемных родителей регистрируются на этом сайте, проходят перечень диагностик, которые зашиты в этом сайте, с одной стороны. С другой стороны, ребенок совместно со специалистом учреждения, где он проживает, проходит перечень психологических диагностик, с другой стороны. И матрица путем подбора подбирает для ребенка ту семью, которая, ну вот как бы путем совмещения этих параметров, которые мы увидели потом по результатам этих диагностик, совмещает и выдает для семьи, ну вот, детей, которые могут более быстро, успешно адаптироваться в этой семье. Вот. Значит, это очень кратко, вот таким образом. Нюансов очень много. Подбирает не только сайт, то есть делает подбор не только машина. Здесь работают и специалисты как школы приемных родителей, так и специалисты учреждений. Значит, к нам мы активно начали продвигать этот сервис в начале этого года, то есть работаем вот буквально 3 месяца, 4-й, активно по привлечению регионов. Он создан для всех регионов. То есть мы обучаем сначала специалистов, ну, во-первых, выходим на министерство, безусловно, с информацией, рассказываем о нашем сервисе. Вот. Затем по одобрению, да, заключаем соглашение с министерством. По Zoom обучаем специалистов учреждений, специалистов органов опеки, специалистов учреждений. Пользование этим сервисом, он не очень сложный, то есть достаточно прост. Значит, проводим супервизии, вот, отвечаем на разные вопросы специалистов, если непонятно. Сервис хорош тем, что психологи могут пользоваться им не только как платформой для подбора, это его изначальная, конечно, да, цель, но и также там выдается полностью по результатам диагностики хорошее заключение как на приемного родителя, так и на ребенка. То есть автоматизированный сервис уже вам предоставляет готовый продукт, ничего не нужно обрабатывать, писать и так далее. То есть вы можете добавить туда какую-то свою информацию, у вас уже готовое заключение. Вот, значит, сейчас мы активно включились в работу уже 6 регионов нашей страны, вот, и вас мы тоже приглашаем к сотрудничеству. Далее переходим к следующему проекту. Это служба сопровождения замещающих семей. Наша служба существует уже 7 лет, и мы в прошлом году выбрали для себя некий новый формат сопровождения семьи. В базе нашей службы находится 152 семьи, которых мы сопровождаем. И на активном сопровождении у нас ежемесячно порядка 27-30 семей, которые активно к нам приходят, пользуются услугами службы и фонда, который предоставляют для замещающих семей. Но вы можете ознакомиться на слайде, да, какой перечень, алгоритм, что мы делаем, кратко, как у нас проходит формат сопровождения семьи. Вот. И после этого я озвучивать его не буду, потому что я думаю, что, ну, во многих регионах есть нечто похожее, и, значит, этот опыт работы у нас перекликается. Но на следующем слайде мне бы хотелось рассказать о том, все-таки какие услуги оказывают службы сопровождения замещающих семей и чем могут воспользоваться у нас приемные родители, обращаясь к нам и вставая к нам на сопровождение.
Значит, немножко мы разграничили, есть у нас разные услуги для приемной семьи и опеки, да, формы жизнеустройства приемной семьи и опеки. Есть у нас проект «Новая семья», о котором я чуть позже скажу, и есть также проект по временному размещению. И здесь несколько у нас услуги разнятся. То есть все семьи, которые у нас стоят на сопровождение приемные, и, безусловно, получают психолого-педагогическое сопровождение. Это и составление индивидуального плана сопровождения семьи, психологическое, социально-педагогическое консультирование, это коррекционные занятия, то есть все, что мы смотрим, что необходимо семье, и исходя из того, с каким запросом пришла семья все-таки к нам в службу. Для участников проекта «Новая семья 2.0» это также психолого-педагогическое сопровождение. И еще один важный пункт – это финансовая поддержка при расширении жилищных условий. Если семья нуждается в этом и готова принять еще к себе на воспитание в семью 3 и более детей трудноустраиваемой категории. Но чуть подробнее остановлюсь позже на этом. И услуги по временному размещению – это также я о нем расскажу чуть позже. Это единовременная финансовая помощь на содержание ребенка, это, возможно, помощь в оплате медицинских услуг, если есть такие показания. Ну и для всех семей у нас есть следующие услуги. Это услуги специалиста по зависимостям. Недавно такая услуга возникла в нашем фонде, потому что был такой запрос от семей. Это и дети-подростки, которые уже знакомы с употреблением, это и родители, с которыми они проживали, кровные родители, то есть поработать нужно с этим вопросом. То есть, вот такая услуга у нас появилась. Далее, еще есть у нас одна услуга, это оплата услуг репетитора. Фонд оплачивает услуги репетитора, значит, в образовательном центре, с которым у нас заключен договор, идет одному ребенку один предмет оплачивается. Далее, это повышение компетенции замещающего родителя. Безусловно, мы проводим обучающие семинары, вебинары, тренинги, конференции для наших семей. Далее, это содействие формированию сообщества замещающих родителей, помощь равный равному. Это клуб для замещающих родителей. На нем тоже чуть позже остановлюсь. Это юридическая помощь, сотрудничает с нами юрист, который может помочь проконсультировать, составить какие-то правовые документы, обратиться представить интересы Анна в Алексеевна, суде. извините, пожалуйста. Это Анна Алексеевна, логопедические занятия. Анна Алексеевна, извините И меня, пожалуйста, можно выступление кратко нам по всем проектам пройтись, а мы потом, Да. я думаю, отдельно на площадке, именно когда будем приемные семьи приглашать, мы к вам обязательно обратимся, там уже более подробно вы Да, хорошо. по каждому проекту Хорошо, расскажете. Хорошо. Давайте тогда продолжим. Итак, озвучивать не буду некоторые мероприятия службы, которые проводятся у нас для приемных семей. Далее, проект «Новая семья 2.0». Здесь вы можете увидеть алгоритм действий, что нужно, чтобы принять участие в этом проекте. Очень кратко скажу, это проект для профессиональных приемных родителей, когда фонд, с одной стороны, помогает приемным родителям, как я уже говорила, улучшить свои жилищные условия и предлагает психолого-педагогическое сопровождение. А семья, в свою очередь, обязуется принять в семью 3 и более детей трудноустраиваемой категории. Это дети-сиблинги, дети с ОВЗ и дети-подростки. Это я проговорила. Далее, то, что касается клуба, работы клуба замещающих семей. У нас он тоже возник в октябре прошлого года. Еженедельно мы проводим встречи для тех замещающих семей, которые хотят, стремятся взаимодействовать друг с другом, общаться. И, тематику встреч вы видите, останавливаться также на ней не буду, более подробно. То есть благодаря этим встречам происходит взаимодействие, общение и так далее. Несколько иллюстрирующих кадров, которые нам показывают работу клуба, И еще один проект, это последний проект, завершаю свое выступление, проект «Дома лучше». Проект этот направлен на то, что здесь участвуют у нас 2 семьи. Это кровная семья и семья замещающая.
Проект «Дом лучше» предполагает размещение ребенка из кровной семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, во временную замещающую семью. В рамках этого проекта кровным и временным замещающим семьям предоставляется профессиональное сопровождение. Если вдруг у кровной семьи возникла такая ситуация, мы ищем такую замещающую семью, которая готова на время взять на воспитание ребенка, чтобы он не попал в учреждение, пока кровная семья устраняет какие-то проблемы, которые у нее возникли. Обязательная задача замещающей семьи – общаться с кровной семьей, поддерживать взаимодействие, чтобы в результате ребенок вернулся опять-таки в свою уже замещающую семью. Вот. И если кратко, это все 6 наших проектов, над которыми мы работаем. Вот, спасибо вам за внимание, наши реквизиты. Пожалуйста, звоните, будем рады. Спасибо, Анна Алексеевна. Самое главное, спасибо вам за оперативность, за обратную связь. Вот буквально недавно мы с вами, как говорится, виделись. Я надеюсь, что вот эти проекты, о которых вы рассказали, они где-то перекликаются. У нас в регионе тоже имеется различный опыт работы с приемными семьями. И тем не менее, думаю, что те новые направления, о которых вы сейчас озвучили, я думаю, что в ближайшее время с вами свяжемся. Спасибо большое за выступление. Спасибо вам. И сейчас разрешите передать слово Андросовой Ольге Михайловне, это исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Сахазия». Она проговорит как бы основных таких вот моментах в работе с приемными родителями. Так. Добрый день, уважаемые Елена Александровна, уважаемые участники круглого стола. Я пройдусь буквально коротко в связи с тем, что нужно всем успеть выступить. И хочу сказать, что есть проблемы у исполнительного органа власти в том, чтобы курировать, координировать эту тему, как приемное родительство. Презентацию можно включить основную, да? Это, как мы уже говорили, это отсутствие единого закона о приемной семье, в котором были бы собраны все формулировки, все определения, кому что положено, чтобы было все в одном месте, а не со ссылками на различные другие законы и нормативно-правовые акты. Это было бы удобнее и специалистам отделов опеки, и всем, кто занимается с приемной семьей. Можно вот презентацию, как памятку мне там по пунктам, я бы быстренько прошлась, включить. Ага, так. Я просто... Вот. Вообще вот тема приемного родительства, она передана в регионы, да, и отсутствует единое законодательство такое, особенно в области сопровождения приемного родительства. Но мы это видели из предыдущего выступления, что сопровождать приемные семьи обязательно нужно, потому что это значительная часть детей, которые находятся в такой форме замещающей семьи. И проблема такая, что школы приемных родителей – это не равно сопровождающие службы. То есть обучают те, которые потом не сопровождают. У нас республика большая, и везде школы приемных родителей ведут так или иначе различные специалисты, кто психолог, кто еще как, а потом они не сопровождают их. Также есть сложность в том, что и контролирующие, и помогающие функции по приемным родительствам, они в противоречивой ситуации находятся, потому что специалист отдела опеки чаще всего он контролирует, и он же должен помогать, да? То есть это сложно разъединить две различных функции в одном человеке. Часто специалисты органов опеки не имеют такой возможности, как оказывать качественную социальную помощь. Не всегда они специалисты в области психологии приемной семьи. И вообще вот таких вот специалистов у нас, конечно, не готовят в стране. В некоторых районах сопровождают приемные семьи учреждения. Это вот сиротские учреждения, которые есть в 8 районах. У них нет стимула на качественное сопровождение семей.
То есть им передается это, вменяется в обязанности, но от этого никто не анализирует ни результаты их работы, ну, может быть, анализируют, просто мы не знаем про это, да, и работают, выполняют они эту работу или не выполняют, без разницы, как бы заинтересованности нет. Очень сложный вопрос такой, который вот тоже нужно решить в республике, раз он, ну, как бы можно даже в республике этот вопрос решить, что приемной семьей может стать, ну, близкие родственники. Это очень сложный вопрос такой, который тоже нужно в этом законе можно проговорить, что в приемную семью передаются там не близкие родственники, не внуки, не племянники родные, там еще. Нужна вообще оценка качества работы по семейному устройству, потому что дети тоже вот бывает, мы знаем, что таких случаев очень много, передаются дети в семью сразу просто так. Вот приехала семья, имеет справку о ШПР, и ей передают этих детей. При этом не анализируется, в какую семью уходит, не дают возможность промониторить эту семью, исследовать ее условия проживания. Это с разных районов они приезжают в этот детский центр и забирают ребенка. Конечно, выполнить этот анализ сложно министерству, но здесь хотелось бы, чтобы подключили науку к этой работе, да, вот к анализу. Социологи должны работать, в общем, выходить в поля, и ну, на стыке это нужно вместе, совместно работать. Проблемой является, вот как я называю, передают коты в мешках, да, то есть взяли понравившегося ребенка и получи вот этого ребенка, как он стоял в этой одежде летом, так и получите. Часто бывает, что нет информации о его состоянии здоровья, медицинской карты, о полном обследовании, и это не всегда ребенок малое время находится в этом учреждении. Бывает, что и значительное время. Кто он, что он, откуда. Потом в приемные семьи находят этих братьев, сестер в другом учреждении и так далее. Ну и мои предложения как раз по тому, что я сказала, да, мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на том, что министерству хорошо было бы разработать инструкцию передачи, ну как бы такой передачи детей в замещающие семьи, потому что должен быть все равно нормативно-правовой акт, тогда ответственность вот этих вот сотрудников детских домов, она и будет такая, что они должны с полным комплектом личных вещей передать, с медицинской картой, с историей его происхождения. Ну и совершенствовать работу ШПР надо, конечно, ее проанализировать, ее не так много у нас в республике, и привлекать опытных родителей к этой работе, чтобы они делились своим опытом. Ну, нужно как бы приемным родителям делиться не только вот хорошими успехами, с которыми будут сейчас они активно делиться и рассказывать, но и неудачами, очень даже сложными моментами. Как информации, я скажу, что мы ведем работу с 2013 года по популяризации темы приемного родительства, выпускаем и содействию семейного устройства детей-сирот, выпускаем телепередачу. Вот на недавнюю дату мы сняли в нашем банке данных приемных семей со всеми координатами, есть 207 семей, ну не все они есть, из наличествующих в республике. Вот сняли 108 семей. Плохо видно, конечно, да, и некоторые семьи мы снимали по 2-3 раза. Тут я немножко хочу сказать отделом опеки, что в основной своей массе, если просмотреть там, да, отказывается от съемок приемные семьи из городов. Это Алдан, Ленск, Нерюнгри и город Якутск. Так, и здесь небольшая такая информация, это тоже как задуматься учреждением детских домов, о том, что мы вот снимаем во всех 12 детских учреждениях для детей-сирот, сняли 501 ребенок за вот эти 9 с лишним лет. И я вот посмотрела и увидела, что в 2020 и 2021 году мы ни разу не сняли ни одного ребенка в Берегине. Это я вот близлежащие, которые находятся здесь, да, и как бы
не от того, что мы не доехали до туда. Коррекционные школы-интернат. Коррекционные школы-интернат, они вообще выпадают из поля зрения Министерства труда, так как они относятся к ведению Министерства образования. Вот только 2 ребенка из школы-интернат, 28 мы снимали. Вот. Вот такая вот проблема. Хотелось бы, чтобы научились снимать. В каком году? В 21-м? В 21-м не приходили. В 21-м? 20... Данные. Ну, это данные, вот Ольга вот у нас сидит, ага. Ну, в принципе, все. Вот поэтому... А? Да. Ну, это тоже вот вопрос, почему их у нас мало для съемок. Сейчас я хочу, чтобы у нас были заготовлены презентации, мы успеем их приемных семей, или мы начнем к обсуждению вопросов Вы знаете, присутствующих? ну, как бы пользуясь ролью модератора, я хочу предложить нашим приемным семьям, чтобы вот как-то вот качественно наша встреча прошла, перейти к обсуждению, но у нас еще есть просто выступление, да, выступление Халанниковой Валентины Семеновны, начальника отдела опеки и попечительства Нюрбинского района. Вот ей я предлагаю слово предоставить, и далее мы уже перейдем, наверное, к свободному микрофону. Давайте вот я еще до выступления Валентины Семеновны, пока она подключается, ну, подключена, наверное, да, надо включить ее презентацию. А презентации вот выступлений, заявленных Петровой Татьяны Ивановны из Оленёкского района, Светланы Давыдовны Ксенофонтовой, она здесь, конечно, да, но и Кайдаловой они не приехали из-за распутицы, дорогу закрыли, Светлана Митрофановна. Вот они представили презентации, мы разместим их на своем сайте и разошлем в группу приемных семей, хорошо? Угу. Презентация... А можно говорить, да? Здравствуйте. Да. Валентина Семеновна, пожалуйста, мы вас слушаем. Презентацию Нюрбинского района включите, пожалуйста, я буду ее листать. Ага. Говорите, Валентина Семеновна. Добрый день, Ирина Александровна, уважаемые участники круглого стола. Ну, я хочу начать свое выступление с того, что у нас в Нюрбинском районе в отделе опеки и попечительства работает 3 специалиста. На учете состоят 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 82 ребенка воспитывается в 65 опекунских семьях, 33 ребенка воспитывается в 9 приемных семьях. Ну, как и везде, это там презентация, наверное, вы посмотрите, как и везде, отделом опеки и попечительства с ними ведутся различные мероприятия, не считая обязательных, это конкурсы разные, общие собрания, круглые столы, семинары, систематически организуется летний отдых. То есть мы с приемными родителями работаем в тесном контакте, и по любому вопросу они могут обратиться к нам и получить индивидуальную консультацию, поддержку и помощь. Я хочу свой рассказ продолжить тем, что в сентябре 2021 года к нам приезжали Ольга Михайловна Андросова, исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», и Ольга Владимировна Черненко, координатор телепроектов фонда, режиссер передачи «Будем вместе». Они приехали в Нюрбинский район для проведения съемок приемных семей, проживающих вот здесь у нас. Их работа в нашем УЛУСе началась со встречи с главой района Алексеем Михайловичем Иннокентьевым. И в ходе разговора Ольга Михайловна отметила, что районная администрация делается многое в социальном плане, реализуются различные программы цели поддержки детей различных категорий семей и населения. И при этом Ольга Михайловна спросила, а в поддержку приемных семей можно ли предпринять какие-либо меры в районе? На что наш глава Алексей Михайлович ответил, пусть отдел опеки вносит свои предложения, мы рассмотрим, и если в наших силах, примем дополнительные меры. Последний день их пребывания в нашем УЛУСе совместно с главой
заместителем главы по социальным вопросам Анной Михайловной Уларовой и специалистами отдела опеки и попечительства провели круглый стол с приемными семьями района. И мы здесь обсудили волнующие приемных родителей вопросы и различные предложения по улучшению поддержки приемных семей. Многих, конечно же, волновал вопрос приравнивания приемных семей к статусу многодетных, так как они воспитывают вместе со своими более 3 детей, а льгот, предусмотренных для многодетных семей, они не имеют. Волновал вопрос размера вознаграждения. Вот на это сегодня этот вопрос, по-моему, уже решен. И почему вознаграждение предусматривается только одному приемному родителю? Потому что ведь воспитанием детей-то занимаются оба родителя. Далее из поступивших предложений мы отобрали 3 предложения, которые возможно реализовать именно на нашем муниципальном уровне. И направили письма с нашими предложениями главе района, заместителю главы по социальным вопросам, озвучили на совещании при первом заместителе главы, подготовили проекты решения, постановлений, распоряжений, дали задание нашим приемным родителям выступить с этими предложениями на отчете главы перед населением, что они и сделали. В итоге 20 января этого года была организована онлайн-встреча приемных семей с главой, где приняли участие заместитель главы по экономике и финансам Николай Иванович Бурнашов, заместитель главы по социальным вопросам Анна Михайловна Уларова, специалисты отдела опеки и попечительства. На встрече мы обсудили предложения, поступившие от приемных родителей. Алексей Михайлович отметил, что дети, оставшиеся без попечения родителей, должны воспитываться именно в семьях, в любви и заботе, а не в государственных детских учреждениях, и что он поддерживает инициативу приемных семей. И обещал, что в этом году уже семьи получат помощь, а нам, специалистам отдела, дал задание подготовить проект решения райсовета, постановления и распоряжения. Далее все проекты, которые были уже подготовлены заранее и прошли все этапы согласования вплоть до экспертизы прокуратуры, мы, им дали уже ход. И сегодня нужно отметить, что в год матери в Республике Саха-Якутия, народных инициатив в районе в целях поддержки приемных семей, повышения их ответственности в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей, на районном уровне приняты такие социальные меры до 2024 года. Это вручение нагрудного знака «Доброе сердце» для приемных семей, воспитывающих или воспитавших 5 и более посторонних детей, утверждено постановлением номер 15 от 24 февраля этого года. На сегодня их уже 4 семьи. И, кстати, нужно здесь отметить, что эскиз знака был подготовлен нашим подопечным, ребенком, который воспитывается в приемной семье совместно с приемным родителем. Далее, из средств муниципального бюджета предусмотрено оказание единовременной адресной материальной помощи приемным семьям на проведение капитального ремонта, благоустройства или строительства жилого дома в размере 200 тысяч рублей. Утверждено постановлением номер 21 от 2 марта этого года. И на сегодня в улучшении жилищных условий от 9 приемных семей нуждается 6 приемных семей. И третье – это назначение единовременной выплаты «Нюрбинская приемная семья» при принятии на воспитание в семью 3-го ребенка и последующих детей в размере 100 тысяч рублей. Проект в данное время рассмотрен на сессии районного совета депутатов, принят единогласно и положение утверждено номером 29.4 от 12 апреля этого же текущего года. И постановление главы уже находится на стадии подписания, и уже все это вступит в силу. В заключение я хочу поблагодарить Ольгу Михайловну за то, что она вдохновила нас на такой шаг, дала такой сильный толчок нам. И сегодня у нас вот действительно уже
начали действовать именно 3 дополнительные меры социальной поддержки приемных семей. И, повторюсь, это повышает не только роль приемных семей, но повышает и их ответственность в воспитании детей. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Валентина Семеновна. Сейчас тогда мы, наверное, перейдем к предпоследнему вопросу по обсуждению. Я хотела бы, чтобы присутствующие здесь приемные семьи задавали свои вопросы, предложения. Уважаемая Елена Александровна и участники круглого стола, я Люция Семеновна Решетникова, воспитываю 19 детей, председатель Ассоциации приемных семей Республики Саха-Якутия. Мы очень рады услышать, что основные вопросы по закону о приемных семьях уже приняты во внимание и надеемся на положительный итог. При принятии закона о приемных семьях в республике нужно учесть региональные особенности проживания наших семей, и волнующие нас вопросы озвучат наши приемные семьи, присутствующие сегодня здесь, на этом круглом столе. Ольга Ильинична Тимофеева. Ну, как и в тот раз я задавала, значит, хочу обратить ваше внимание на оплату коммунальных услуг. Конечно, когда у детей, дети, то есть за счет дети, квадратные метры детей освобождаются по прописке у кровных родителей, получается, отсутствует долг перед государством, да, государственным учреждением ЖКХ, а дети проживают у нас. То есть мы оплачиваем из тех выплат и коммунальные услуги. Поэтому предлагаем хотя бы льготу внести по фактическому проживанию детей. Все. Павлова Оксана Алексеевна, город Якутск. Мы хотели бы тоже внести в закон это сопровождение детей до 23 лет, так как на вознаграждение, так как дети все равно учатся очно, да, и все равно как бы живут у нас. Да, эта проблема была очень актуальна во время пандемии. Все скопились у своих приемных родителей, их всех с учреждений, учебных учреждений разослали по домам, отправили, стали учиться онлайн. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я, наверное, уже 4-й раз участвую. Ну, вопросы одни и те же поднимаются. Если из тех круглых столов взять резолюции, или как называется, принятые, рекомендуемые, которые были вопросы, которые... нюрнбергенцы молодцы. Сегодня я смотрю, они выступили, поднимают вопрос тоже роль отца. Вознаграждение я тоже каждый раз поднимаю. Почему отцу не оплачивается вознаграждение? И вопрос тоже также ЖКХ, который в зависимости от количества можно детей там принять какие-то льготные условия от детей, которые предусматривается вознаграждение, не вознаграждение, там нет, не предусматривается за оплату ЖКХ. Не предусмотрено же ведь, да? Льготы тоже не имеем, к многодетным семьям тоже не относимся. Вот это вопрос оплаты ЖКУ. Очень больной вопрос. Это я поднимаю каждый раз. Это уже лет 2008 года, если считать. И капитальный ремонт, тоже адресный выплату, если предусмотрели бы, хорошо было бы, да? Где проживают с детьми, если много детей, там все равно
предусмотрено. Мы делаем каждый год делаем косметический ремонт, хотя бы капитальный ремонт, может быть, даже, да. Ну, все равно жилье устает. Спасибо. Всё. Ольга Михайловна, скажите, вот я все-таки хотела бы, да, в этом плане понятно, что приемные семьи на разных площадках, круглых столах, на слете, те проблемы, которые ставятся. Но я думаю, что с того момента все равно есть определенные позитивные подвижки. От первого лица от Министерства профильного труда и социального развития Елены Александровны вы услышали, что инициатива ваша, которая прозвучала в части поддержки закона о приемных семьях, я думаю, он будет включать все вот эти основные направления, о которых вы многие годы говорите. Вот, но, тем не менее, вот, я хотела бы подчеркнуть опыт приемной семьи Ксенофонтовой Светланы Давыдовны. Мы понимаем, что приемные семьи проживают в разных населенных пунктах, кто-то в городской местности, кто-то в сельской местности. Вот у нас из севера даже подключение имеется, да, с арктической зоны. Просто сама лично я побывала в семье Светланы Давыдовны и хотела бы, чтобы Светлана Давыдовна несколько слов рассказала о тех основных направлениях их семьи, которые у вас сейчас имеются. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я сегодня хотела поделиться с вами о стимулировании всестороннего развития детей в сельской местности через реализацию их инициатив в исследовательские и бизнес-проекты. В настоящее время особое внимание уделяется всестороннему развитию детей. Воспитать человека, который подготовлен ко взрослой жизни, приоритетная задача каждого родителя. Одним из важных моментов воспитания такой личности является стимулирование и поддержка в реализации идей ребенка через проекты. Таким образом, мы можем помочь ребенку всесторонне развиться, ведь для того, чтобы реализовать проект, нужно изучить сферу деятельности, рассчитать все плюсы и минусы, риски и возможности. Как вы видите, у наших детей есть свои проекты. Каждый проект – это увлечение ребенка, через который они развиваются в разных сферах – с научной, практической, развивает финансовую грамотность, коммуникативной. И одним из главных моментов является то, что ребенок реализует тот или иной проект, познает себя, свои предпочтения. И это очень помогает в выборе будущей профессии. И хотела сказать, что мы поддерживаем идею увлечения своих детей, даже если нам, конечно, кажется, что это не подходит нашему ребенку, да, важно, чтобы ребенок сам научился принимать решения и делать выводы, а наша задача поддержать их. Вот. Спасибо за внимание. Фотографии очень выразительные, но вы бы все-таки озвучили это, то есть основной посыл, что вы учитываете интересы ребенка, когда берете то или иное направление. А механизм, через что вы это делаете? Вот, например, у вас есть девочка, которая занимается растениеводством конкретно. Да. Вы разводите коз, кур, индюков и так далее, да? То есть, кроме того, вы пользуетесь социальным контрактом, например, таким механизмом? Да, воспользовались. То есть вы как приемная и как многодетная семья вот, воспользовались таким механизмом, который государство предлагает, это социальный контракт, например, да? У вас есть своя пасека, вот очень скромно она промолчала, на самом деле у них есть пасека, то есть они, есть такое понятие вообще, называется оно самоорганизация семьи, то есть в этом направлении эта семья старается, тем более в таких условиях санкционных, которые существуют, и мы говорим об импортозамещении, конечно, сейчас это не так глобально, но тем не менее в условиях конкретного села, вот вашего Актемца, где вы проживаете, вы стараетесь таким образом свою семью обеспечить. И кроме того, меня вот, например, поразил тот факт, что когда вы завели пасеку, у вас там очень хорошо пошли расти дикоросы. То есть за счет этого свое варенье, свой мед и так далее. Да? Вот, то есть хочу порекомендовать нашим приемным семьям все-таки вот это такие опыт, которые существуют. И вот не менее уважаемые семьи приемные, которые сегодня на круглом столе присутствуют, они также могли бы поделиться тем опытом, который у них есть. В основном здесь вот заявлено выступление касаемо трудовой терапии, да. Например, это касается приобщения через национальную культуру, овощеводство
но не просто овощеводство, а в арктической зоне. Мы понимаем, что овощеводство вести в центральной зоне или в Арктике – это совершенно разные вещи, да? Намного больше там, наверное, усилий и ресурсов на это требуется. Поэтому, дорогие наши уважаемые семьи, есть ли у вас еще в дополнение какие-то... Я думаю, кто-то, выступления? может быть, по Zoom захочет задать вопрос или высказаться. Пожалуйста, включите свой микрофон. Здравствуйте. Нюрбинский район, Анна Прокопьевна Иннокентьева. Можно, да? Да, говорите. Ага, на вопрос оздоровления наших детей. Мы хотели бы попросить, чтобы нам оплатили проезд на проезд и на путевку для родителей. У нас связь плохая. Это вы в рекомендации, как бы свое предложение, да? Да, Но здесь да, такое да. предложение в проект рекомендаций, он включен. То есть он предполагается. Предполагается, да? Спасибо, Лена. Мы для ознакомления эту, проект рекомендаций разошлем, чтобы вы посмотрели и прислали нам свои рекомендации на почту Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Адрес там тоже у нас, указан, и мы вам сообщим. И давайте вот тогда сразу перейдем к самой резолютивной части. Резолюция круглого стола, она включает в себя предложение Государственного собрания Ултумен, Министерства труда и социального развития, правительству Республики Саха-Якутия, главам муниципальных образований, ассоциации приемных семей. Но я думаю, что еще будет направлено широкой общественности, в том числе Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И мы в ходе круглого стола заслушали выступление муниципальной практики, которое также может быть рекомендовано для распространения в ЛУСах, районах нашей Республики Саха-Якутия, для того, чтобы эти меры распространялись не только в целом в стране, в регионе, но и в конкретном муниципальном районе, чтобы вы поддерживали свои приемные семьи, чтобы приемные семьи развивались и их становилось больше. Лена Павловна, давайте, может быть, еще кто-то хочет сказать, вот пока присутствующих я вижу, может быть, кто-то скажет, и там по Zoom тоже, Тихонова пожалуйста. Валентина Семеновна, Да. я с Кангаласского ЛУСа, у меня 13 детей, 10 приемных мальчишек, из 10 детей, мальчишек у меня 4 с АВЗ. Вот что такое АВЗ, да, дети есть инвалидность у некоторых, да, а некоторые не могут на инвалидность, потому что там по медицинским показаниям некоторые вот эти сняли, да, поэтому они не могут на инвалидность, а они хотят учиться дальше, а они не могут, потому что они заканчивают АВЗ, заканчивают с свидетельством, да, и дальше идти им уже трудно. И придется мне самой тоже сопровождать их дальше, да. И вот даже если я вот пойду, поговорю, устрою их на учебу, они не смогут учиться там, потому что им трудно. Дети с АВЗ не входят в коллектив как-то, трудно им входить. Вот как-то вот этот вопрос тоже мне надо решать на уровне сопровождения детей, да? Сопровождение, и как-то привить на учебу, одно из предложений здесь и устроить их. Есть такое предложение предусмотреть ресурсную площадку, которая бы, или это организация будет, или это НКО будет, допустим, да, которая непосредственно будет заниматься приемными семьями, детьми, которыми там воспитываются. Потому что республика большая, да. Мы понимаем, дети из УЛУСов приезжают и так далее. Да, и вот еще я видела, что Жанна Александровна хочет сказать, Нариманова. Жанна Александровна, пожалуйста, включайте микрофон. Здравствуйте. Жанна Александровна Нариманова. Я воспитываю 9 детей, у меня 3 своих, кровных и 6 детей приемных. Мне хотелось бы сначала сказать благодарность. Благодарность Берегини, потому что в любое время суток можно обратиться к ним за помощью. Хотелось бы сказать органам опеки города Якутска тоже очень большую благодарность, потому что в любой момент тоже можно к ним обратиться и помогут. И очень большое спасибо, конечно, фонду «Дети Азии», потому что освещать нашу работу тоже надо, нашу деятельность. Да? У меня вот такой вопрос. На время нашего действия нашего договора можно ли улучшать жилищные условия на законодательном уровне? Вот я слышала, что закон готовится, да, вот хотелось бы предложение такое ввести.
И также у меня 2 студента, допустим, 2 студента, да, но до 23 лет хотелось бы их сопровождать, потому что, ну, так не бывает, что ребенка вывел и сказал, что типа ты выросла, иди отсюда. Вот так не бывает. Спасибо большое. Мы понимаем, конечно, Спасибо, так да. не бывает. Ребенка за дверь не выставишь и не скажешь забудь про нас. Это понятно. Поэтому вы подтверждаете тоже своих, как говорится, как вам сказать, я не знаю, единомышленников, скорее всего, да, соратников, которые занимаются вот такой миссией благородным воспитанием детей-сирот. Вот, Ольга Михайловна, я думаю, что наступил момент, когда мы могли бы предоставить слово уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха-Якутия Васильевой Туяре Валерьевне. Можно сказать, она сегодня проходит боевое крещение сразу методом погружения. Значит, сегодня в работе круглого стола услышала все те и положительные практики, которые существуют, и в плане работы приемных семей, и проблемные моменты, которые обозначили, и то, какая работа проводится непосредственно государством в лице Министерства труда и социального развития. Поэтому, пожалуйста, Туяра Валерьевна. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Вчера на заседании поступило приглашение вот именно на круглый стол, и утром я созвонилась с Ольгой Михайловной и попросила, чтобы меня пригласили сюда и объяснили, куда подойти. И меня записали как заместителя председателя общественной организации, ну, в начале. Нет, в начале, по крайней мере, да, большой семьи. И вот только вот днем получилось, ну, как бы подписали указ, что я уже уполномоченный. То есть я уже завершаю речь как уже уполномоченный, да. Ну, я, конечно, благодарю Ольгу Михайловну и Общественную палату за то, что организовываются такие важные, нужные мероприятия, где и за представленную возможность встретиться со всеми людьми, которые неравнодушны к проблеме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это вы, конечно же, приемные родители, это общественные организации, органы государственной власти, все, которые работают в сфере защиты детства. Каждый ребенок имеет право воспитываться в семье, и ведь только в семейных условиях ребенок видит пример полноценной, благополучной семьи и будет адаптирован к взрослой самостоятельной жизни. И без института замещающих семей мы не решим проблему семейного устройства детей. И, безусловно, родители, которые берут на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают огромную помощь государству в решении проблемы сиротства. Поэтому, я считаю, нужно всемирно поддерживать приемные семьи. Воспитание, защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, это серьезная и в высшей степени ответственная задача, и в этом случае все органы в сфере защиты детства, общественные организации должны консолидироваться для создания ресурсов по оказанию помощи приемным семьям, чтобы вы, приемные родители, чувствовали себя защищенными партнерами одного общего благого дела в интересах детей. Я искренне восхищаюсь вами, уважаемые родители, за ваше широкое и доброе сердце, за то, что в нем найдется место каждому ребенку, которого вы берете в свою семью, за вашу любовь и заботу, за тепло и уют домашнего очага детям, которые остались без родителей. Я услышала в ходе этого мероприятия все проблемы, которые вы озвучили, и будем их планомерно решать сообща. И предлагаю сформировать может быть, экспертный совет или общественный совет, может быть, совместно все, в который войдут представители ассоциаций приемных семей, некоммерческих организаций, чтобы мы были постоянно в контакте. Будем в ходе работы этих советов обсуждать возникающие вопросы, которые вас волнуют, вести диалог, получать инициативы, направлять предложения в органы государственной власти, чтобы продолжать улучшать положение приемных семей и стремиться к тому, чтобы каждый ребенок рос в семье. А я в качестве уже уполномоченного по правам ребенка обещаю, что я приложу все усилия, чтобы быть на защите детей, их законных прав, свобод и интересов. Спасибо.
Спасибо. Можно вот в завершении сделаю такой анонс, объявление для всех. Вот перед началом круглого стола мы собрались вот с приемными родителями, с Николаем Николаевичем и обсудили, что в этом году после 2 лет перерыва мы нынче проведем свой 6-й республиканский слет приемных семей, а то, что озвучили приемные семьи тоже больше 2 лет назад, по-моему, на нашем мероприятии лауреатстве. Это была инициатива самих приемных родителей. Мы проведем из их приемных семей. Дата будет 28-29 июня этого года. Положение мы начнем разрабатывать, все будут оповещены, извещены, так что готовьтесь, имейте в виду, планируйте свой приезд в город Якутск. Мы благодарим, наверное, всех, да, за Спасибо участие. большое всех участников круглого стола. Благодарим Анну Алексеевну Зотову, которая поделилась опытом Новосибирской области, и надеемся на дальнейшее сотрудничество уже в рабочем порядке. И надеюсь, что у нас откроются новые перспективы и возможности. Как говорят сейчас, в условиях существующих санкций открываются новые возможности для развития, в том числе приемных семей. Спасибо за внимание.